За одним столом собрались представители комитета по туризму, гиды-экскурсоводы, сотрудники туристических компаний и музейных комплексов. Они начали обсуждение с предложений по улучшению туристической сферы региона. Мы с пограничниками обсуждали вопрос о том, что в этом сезоне, не откладывая в долгий ящик, открыть автомобильный доступ к Таргиму, открыть доступ к аулу Кост, да, то есть там восхитительная локация. На встрече также обсудили одну из главных проблем у туристов – это питание. Участники конференции признали, что приезжим зачастую просто негде поесть на маршрутах. Питания, пишут, никакого. Вот его нету просто, его не существует. И вот это «но», весь рейтинг того, что поднимает архитектура, роняет в один момент. Для решения этой задачи уже начата работа по созданию точек общественного питания вблизи популярных туристических направлений. В ближайшее время Далши-Андели на выезде из селения Альгетти, как вы видели, несколько беседок установленные есть. Там начнет в скором времени функционировать кухня. Также на конференции рассказали, что в Ингушетии проложили новый пеший маршрут, который откроет для туристов уникальные места нашего региона. За текущий сезон у нас уже проложен туристический маршрут пеший походный к ущелью Амачош, долина озер, называется ущелье Амачош. Это трекинговый маршрут, как правило, мы его уже согласовали, мы его утвердили, паспортизировали для туристов, предпочитающих путешествия достаточно длительной направленности пешком. Потому что многие любят комбинировать, там, остановиться на своей машине, пешком пойти, прогуляться достаточно долго или недолго, это уже на их выбор. На встрече отметили, что равнинные территории республики практически не охвачены. В качестве первого шага предложили реализовать проекты в Малгобеке. Большой мемориальный комплекс, да, посвященный тематике Великой Отечественной войны, можно было построить в Малгобеке. Огромный, да, потому что Малгобек у нас город воинской славы, да, где исторические события проходили. На конференции также прозвучало, что Ингушетия славится своими уникальными архитектурными памятниками. Именно они становятся одной из главных причин, почему туристы выбирают наш регион. Для нас стимул, да, совершенствовать сервис, качество предоставляемых услуг, да, и развивать туристическую индустрию в целом у нас в республике. Сегодня Ингушетия предлагает туристам не только природные красоты, но и насыщенную культурную, гастрономическую и научно-познавательную программу. В регионе начинает развиваться даже направление промышленного туризма. Автотуризм у нас в последнее время набирает популярность. Есть разработанный и согласованный с Министерством экономического развития Российской Федерации автомобильный туристический маршрут, называется «В стране башен и легенд». Это достаточно перспективное направление, потому как показывает практика и статистика, в последние годы россияне все чаще предпочитают путешествия и передвижения на своем собственном автомобиле для того, чтобы им удобнее и выгоднее было строить тайминги, локации выбирать, какие им понравятся, не с привязкой к туристической группе, либо через туроператора, от которого вы работаете, а самостоятельно формировать весь маршрут вашего путешествия. Итогом встречи стало понимание того, над чем нужно работать в первую очередь, чтобы туристическая сфера в регионе стала лучше. Мария Амбата, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.